рейтинге успешной реализации ФЦП наш регион на первых позициях. Только за последние 6 лет в регионе построено более 140 объектов. По этой программе при поддержке федерального центра возведены жилые дома для вынужденных переселенцев и жителей оползневой зоны, объекты здравоохранения, образования и промышленности. Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования запущен совсем недавно. Правда, на полную мощность он еще не заработал. По проекту завод должен выпускать 700 тысяч ламп в год. Мы недавно собирались с руководством завода, планировали по городу замену наших освещения городского. Будем пытаться уже то, что здесь производят, устанавливать в городах. Здесь где-то порядка 7-8 наименований. Это светильники ЖКХ, которые мы будем устанавливать в многоквартирных домах. Также у нас по проекту в городе, который строится сейчас, новые сады, школы, значит, там использование наших местных светильников. Ибрагим Мережков трудится на заводе несколько месяцев. Оканчивая профильный университет, молодой человек и подумать не мог, что ему посчастливится найти работу по образованию, тем более в своем родном городе. Я сам с Малгобека, да, это огромный плюс, конечно, если завод заработает на полную мощность, то, что тут работа будет и рядом, самое главное, и оплачиваться. Здесь с августа 4 месяца получается у меня должность энергетика, то есть обеспечение электроснабжения, вода и газоснабжения на предприятии. Трехэтажная школа на 720 посадочных и около 130 рабочих мест. Создаются здесь комфортные условия как учебы школьников, так и для работы преподавателей. Требования для категории людей с ограниченными возможностями здесь также учтены. 2 спортзала, один из которых полностью укомплектован для занятий по М1, просторные кабинеты и большой двор. Одним словом, все, что нужно для всестороннего развития детей. Данная школа также строится по линии ФЦП. Работы начаты еще в мае этого года и почти уже завершаются. Объект находится на западной стороне города. Здесь на данный момент есть лишь одна школа. И проживает здесь более 3000 семей, что уже говорит о необходимости данного объекта. К Новому году объект должен быть сдан в эксплуатацию. Чтобы успеть к сроку, около 300 рабочих трудится в несколько смен. Полным ходом идут отделочные работы, благоустройство. Кладку все закончили. Пока один образовательный объект только готовится к сдаче, учащиеся 3-я Малгобекская школа никак не могут нарадоваться новому зданию. Школа открыта в прошлом году и стала большим подарком как для учеников, так и для учителей. Раньше учился в 20-й школе. Конечно, 20-я школа, она уже старая, и мне по вкусу эта школа мне больше нравится. У нас большая школа, можно бегать, прыгать, играться. Мне вообще нравится эта школа, чем старая. В школе также открыт еще и инновационный класс. Более 50 детей здесь обучаются робототехнике и электронике. Ребята, по словам учителей, подают большие надежды. Задача наша такая – сделать некую профориентацию этой молодежи, чтобы она по окончанию школы отдавала все-таки предпочтение в сторону технических, в сторону информационных специальностей. И это как раз те специальности, которые в ближайшие 10-15 лет будут доминировать на рынке труда. Наталья Картоева вспоминает, здание старой школы настолько обветшало, что уже невозможно было работать. Впрочем, неудивительно. Школа простояла больше полувека и скоро должна была отметить свое 55-летие. Работать здесь только отдавать себя и видеть своих учеников и поощрять. Все условия в нашей школе есть. И компьютер есть. По сравнению с старой школой здесь то, что на каждом этаже 3 класса. А когда 3 класса, и весь класс под присмотром нас, мы видим своих учеников, есть специальное место, где можно отдохнуть. Детский сад рассчитанный на 220 мест, который также обеспечит местных жителей почти 100 рабочих мест. Строительство ведется в ускоренном темпе. Корпуса трехэтажного здания уже возведены. Рабочие заняты внутренней и внешней отделкой. Также к открытию в Малгобеке готовится еще одна школа на 704 места. Строители наводят последние штрихи. Объект готовый. 30 ноября мы планируем школу открыть. И школа, и детский сад возводятся по той же федеральной целевой программе для жителей нового микрорайона 110 гектаров. Для вынужденных переселенцев также продолжается возведение 3-этажек. 26 домов, 738 квартир. 17 из них планируют открыть в конце месяца, остальные до конца года. Нидира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.